году. Значит, я представлю, кто находится сегодня у нас на беседе. Рядом со мной находится бывший редактор газеты «Курьер», член Союза журналистов Советского Союза Песин Михаил Давыдович. Также мы пригласили на нашу беседу исполняющую обязанности редактора газеты «Курьер» Воронину Людмилу Николаевну и редактора многотиражной газеты «Углестроитель» Мадасову Эльвиру Васильевну. У нас на беседе присутствует редактор газеты «Индустрия Севера» Рыбаковский Леонид Михайлович. И центрального телевидения, что подписная кампания у нас продлена до 15 ноября. И вот в связи с чем это связано, может быть, кто-то это объяснит. Итак, начнем. С кого начнем? Кто может сказать? Я только цифры скажу. Конечно, у нас сегодня самая маленькая подписка, 800 экземпляров. Мы понимаем, что мы всего год существуем, еще не успели, даже на нас еще мало знают в городе, потому что газета 300 экземпляров идет только в розницу, сегодня 700 берет наша почта распространять. Только 700 человек, кто покупает ее по субботам, и 2000 человек, кто подписался в прошлом году, знают об этой газете. И поэтому сегодня наша самая главная задача, чтобы люди об этой газете знали, особенно молодежь. Мы на нее ориентируемся. У нас молодежная газета для молодежи. У нас, конечно, самый такой маленький тираж сегодня, 800 экземпляров. Так. Но мы надеемся, что вот за эти 15 дней и за этот месяц, октябрь, что она выходит по-новому, в новом качестве. Я только с 1 октября ее взяла, эту газету. Где-то, может быть, она понравится тем, кто считает, что газета должна быть именно такая. Мы разные люди с Михаилом Давыдовичем. У нас общие есть принципы, но я делаю немножко по-своему. Делаю, может быть, маленькую индустрию Севера. Так мне, в общем, делаю замечания. Там я работала 9 лет, и, конечно же, вот опыт той работы, сказывается. Но надеюсь, что кто ее читает сейчас и кто ее уже узнал, будут ее подписывать. Значит, конкретно у вас на сегодняшний день сколько подписалось? Официально 800, а отчитывается за 1400. За 1400. Ну ладно, будем ориентироваться на золотую середину. А что происходит в газете «Углестроитель»? Значит, идя на этот круглый стол, на встречу с телезрителями города, я позвонила в Союз Печать. И самые свежие цифры, значит, 6907 экземпляров. Должна сказать, что для нас, конечно, эта цифра с 3000-го прошлогоднего тиража довольно ошеломительная. Я еще не знаю, радоваться ей или нет. А за счет чего, как вы считаете сами? Может быть, потому что у вас цена, в принципе, осталась прежняя? Значит, это одна из причин, что комбинат взял все расходы и все повышения за типографию, за связь, в общем, на выпуск газеты взял на себя все полностью расходы. И мы оставили прежнюю цену 2 рубля 88 копеек. Мы, конечно, прекрасно сознавали, что если мы вступим с газетами, с «Курьером» и тем более с городской газетой в конкуренцию в ценовом таком отношении, то мы можем проиграть. Мы себе этот отчет очень четко себе представляли. И мы решили ее оставить. Тем более мы приняли такое решение. Сегодня каждый борется за то, чтобы привлечь на свою сторону этих читателей. Мы с Нового года будем публиковать программу центрального телевидения. Об этом мы чуть позже поговорим. Да, сейчас пока мы конкретно подписываем. Конечно, основная это цена. Да. Леонид это Михайлович, цена. как у вас дела обстоят? У нас дела обстоят, значит, примерно мы идем в том же объеме, что и «Углестроитель». У нас тоже примерно где-то в районе 6000 подписчиков уже, так сказать, есть. Но я должен сказать, что среди своих собратьев, которые тут выступали, наша газета оказалась в самом невыгодном положении, потому что мы практически единственный орган печати в городе, который вынужденно значительно поднял цену на свою газету. И это, естественно, сказалось на интересах наших читателей. Но это обстоятельство объективное, и никаких других дотаций, к несчастью, как это сделал, например, взял все дотации на себя, в значительной степени убытки взял на себя, значит, штаб ЦК комсомола по газете «Курьер», поэтому цена незначительно поднялась. Мы такой возможности не имеем, поэтому наша газета стала стоить значительно дороже, в 3 раза дороже. Это сказалось на привязанности читателей некоторых. И вы почти в 5 раз потеряли число подписчиков. Если будем ориентироваться, что в прошлом году у вас было порядка 31 тысячи, да, подписчиков, это так? Я думаю, что все-таки за эти оставшиеся 20 дней до окончания подписки, поскольку она продлена, какая-то часть подписчиков все-таки еще, поразмыслив, согласится выписывать «Индустрию Севера», потому что все-таки мне кажется, что
жители города, граждане этого города, тем, кому дорог этот город, кто собирается здесь жить, наверное, все-таки вряд ли обойдутся без городской газеты повседневно. Потому что я думаю, что это еще не Но она у нас не повседневная, она 4 раза в неделю непредельный, пишется. непредельный, значит, этот самый тираж. Но все-таки у нас тираж вот такой. Сегодня мы идем где-то в районе 6 тысяч подписчиков.